Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. За организацию и проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике отвечает некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики». В этом году программа капремонта охватит более 200 домов, включая ремонт фасадов и инженерных сетей. Наш гость в студии Олег Маклашов, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов республики. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Доброе утро. Как идет ход по капитальному ремонту? В текущем году, впрочем, как и иные года до этого, объем проводимых работ – это более 200 домов. Должны быть улучшены жилищные условия более 30 тысяч человек. На сегодняшний момент у нас законтрактовано уже почти 200 контрактов, 198 контрактов и почти 300 конструктивов. Это отдельный элемент капитального объекта, ну, части дома, да, как фасад, как фундаменты, как отопление. Уже почти что 300 конструктивных элементов. Работы ведутся в соответствии с графиками, сроками, договорами заключенными. На сегодняшний момент был проведен запуск тепла. Мы не опоздали, все везде, все хорошо, все по графику успели. Те работы, которые необходимо завершить до наступления холодов, будут завершены. Если вдруг не будут какие-то работы завершены, то они будут перенесены на следующий год. Но вроде пока таких работ нет. Плюс в этом году мы впервые планируем разыграться на следующий год, то есть контракты заключить уже в этом году, чтобы подрядчики успели за зиму завести в отдаленные регионы материалы строительные и с первыми лучами теплого солнца начать капитальный ремонт. А капитальный ремонт проводится в этом году по 13 районам, в следующем году будет их больше. Районы охватываются не только же центральные, возможно, арктические Все тоже? полностью, да. Вся территория Республики Саха-Якутия, да, полностью. То есть, получается, все работы, которые вы перечислили, на это и направлены средства бюджета, средства жителей? Да, давайте чуть-чуть в этом ключе хочу акцентировать внимание всех зрителей. Все средства, которые существуют в фонде, это денежные средства не фонда капитального ремонта, это денежные средства жителей, которые делают взносы. Это, опять же, акцентирую, не платеж, не услуга, а это именно взнос. Это как накопительная часть, которая копится домом для того, чтобы потом когда-то провести капитальный ремонт дома. И эти деньги являются собственностью жильцов, и они могут быть потрачены только на объект недвижимости, потому что все денежные средства собираются, ну, понятно, от собственников, но они остаются за каждым домом, и на каждый дом копятся денежные средства для того, чтобы провести капитальный ремонт. Но по причине того, что собираемость не 100%, и дома были построены в большей части в советское время, ремонты не проводились долгие годы, и денег не хватает, дофинансируют нехватающую часть на госбюджет. Республика Саха-Якутия по факту кредитует, безвозмездный кредит дает дому для того, чтобы его отремонтировать. И все деньги, соответственно, которые находится в фонде капремонта. Это не в самом предприятии имеется в виду, а фонд, когда, как хедж-фонд, там какой-то накопительная часть, находится за домом закреплена и потрачена будет только исключительно на дом, не более куда-либо. Но я думаю, что многие зрители, которые нас сейчас смотрят, они зададутся вопросом, вот сколько лет сдаю на капремонт, а никогда его не видел. В целом, сколько раз, во сколько лет должен проводиться капремонт? Ну, смотрите, программа краткосрочная есть на 3 года и долгосрочная, это на 30 лет. То есть в идеале за 30 лет должны быть отремонтированы все дома. Но начало вашего вопроса, сколько лет собираю и когда проведут. В среднем на сегодняшний день в доме где-то порядка 6-10% собрано средств для того, чтобы отремонтировать. Условно, там, пятиэтажка четырехподъездная стоит 50 миллионов рублей. Провести капитальный ремонт полностью всего дома. Это фундаменты сделать, фасад покрасить, там, балконы поменять, крышу перекрыть, отопление, воду, канализацию. То есть все это сделать стоит 50 миллионов рублей. Но в этом доме с момента начала сбора накоплено денег не более 5 миллионов рублей, не больше 10%. И люди, делая взнос, они копят деньги для того, чтобы провести капитальный ремонт. Но этих денег не хватает. И если сделать аналогию по частному дому, в котором индивидуальное жилищное строительство, для того, чтобы провести ремонт какого-нибудь конструктива, элемента, крышу там, не дай бог, потекла, да, там, необходимо будет где-то взять эти деньги. То есть
не пойдет собственник индивидуального дома, у государства говорит: дайте мне деньги, мне нужно поменять крышу. Да? То есть сколько у него денег есть, настолько и хватит провести ремонт. Но здесь государство несет громадную социальную нагрузку, громадную социальную ответственность, понимая, что эти дома были построены в советское время, их долго не ремонтировали. Государство безвозмездно, как я говорил, дает деньги в дом для того, чтобы отремонтировали его. А ремонт стоит согласно периоду постройки дома, сколько лет назад был построен, какой ремонт в нем делался, насколько изношили элементы. Это по цепочке, начиная от жильца, там муниципалитеты, республика, вплоть до председателя правительства доходит, составляется график этих домов, распределяется на 30 лет, обеспечивается денежными средствами, которых не хватает для проведения капитального ремонта. А фонд капитального ремонта непосредственно уже проводит ремонт, выступает как заказчик и проверяет качество проводимых работ. Но за фондом капремонта еще следят все. Это начиная от управления государственного жилищного стройнадзора, прокуратура, жильцы пишут бесконечно, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство экономики, то есть полностью все следят за деятельностью. Мы постоянные отчеты раз в месяц, раз в квартал, в год, в полугодие, там бесконечно эти все разные отчеты идут. В прошлом году количество проверок равнялось количеству рабочих дней. То есть фонд капитального ремонта постоянно проверяет, постоянно приходят запросы. И помимо той работы, что необходимо улучшать жилищные условия населения, делать капитальный ремонт многоквартирных домов, необходимо еще со всеми надзорными органами работать. Постоянно идет запрос документов, постоянно судебные заседания идут, постоянно, ну то есть такая огромная работа, которая разнонаправленная. То есть помимо того, что нужно понимать, как работают финансы, помимо того, что нужно понимать, как работает стройка, нужно уметь работать с судами, с приставами, с прокуратурой, с УГСЖН, со всеми надзорными органами. То есть это вот разнонаправленная одновременная работа. Ну, как-то так. А сейчас еще и объявили конкурс по поиску подрядчиков. А поиск подрядчиков, это опять же, возвращаясь к тому, что фонд не самостоятельная структура, не может сама ничего делать, деньги распределяются только исключительно на средства, на цели капитального ремонта многоквартирных домов, и за нами все наблюдают. Нам даже не дают самостоятельно выбрать подрядчиков, хоть там и конкурс проходит, да, не каждый может объявиться, потому что, опять же, государство несет свою социальную ответственность за проведение капитального ремонта, улучшение жилищных условий. Предварительный отбор подрядчиков происходит. И предварительный отбор подрядчиков проходит таким образом, что попадают в реестр только лучшие из лучших, которые уже подтвердили о том, что они проводили, то, что они никогда нигде не оступались, то, что у них есть возможности, средства и так далее, и так далее. И этот отбор проводит Министерство предварительного жилищно-коммунального хозяйства и дает право участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов на 3 года. И когда проходит 3 года, соответственно, подрядчик выпадает из реестра. Если он был хороший, его назад пускают. Если не был хорошим, то его больше не пустят. И это проходит раз в квартал. То есть раз в квартал постоянно пополняется, так сказать, кровь, либо остаются лучшие, которые до этого были, и они могут дальше строить капремонт. Поэтому те подрядчики, которые на сегодняшний момент считают себя сильными и готовыми делать капитальный ремонт в домах, могут подавать заявление в Министерство жилищного и коммунального хозяйства, будет проведен предотбор, и потом могут делать капитальный ремонт по всей республике для всех жителей республики дома. А вот как быть с теми жильцами, которые намеренно игнорируют квитки и просто не оплачивают, не вносят взносы? Мне кажется, это не ответственные жители, да, в части того, что, ну, может быть, нет, наверное, неправильно, не ответственные жители, недостаток понимания, куда собираются деньги. Потому что зачастую, ну, и в средствах массовой информации пишется и писалось, ну, в последнее время я этого не вижу, о том, что вот сидят на деньгах, тратят наши деньги, тра-та-тан, то есть, ну, много негатива. Нет понимания о том, что деньги не тратятся никуда, кроме как на дом, на капремонта. И чем раньше заплатит, даже это не заплатит, это взнос называется. То есть это как копить деньги для того, чтобы сделать у себя в квартире ремонт. И именно сознательность должна быть у граждан в том, что чем качественнее они платят, чем больше сбора у дома, тем больше конструктивов, больше элементов, больший объем дома можно отремонтировать. И когда люди не делают эти взносы в фонд капремонта, они уменьшают кассу
этого дома. И, соответственно, меньше можно провести, но помимо всего прочего, эти деньги, которые в банке находятся для того, чтобы накопить, на них накручиваются проценты. За то, что там как вклад, условно, если понимать, как вклад в банке находится. И эти проценты, которые на деньги начисляются, они опять же идут в фонд капитального ремонта и могут быть потрачены только на капремонт. Забираемость на сегодняшний момент хорошая. В прошлом году было 90%, в этом году около 80%. Те, кто не платят, ну, в суды. В суды, естественно, по-другому никак. Уведомления, там, убеждения какие-то, но в основном это суды. Те, кто злостные неплательщики, через суды порядка где-то 200 судебных заявлений на выдачу судебного приказа в месяц у нас делается, направляется. Работа в этом направлении только через суды ведется. По-другому никак не убедить, пока сознательность о том, что именно эти деньги собираются на капитальный ремонт дома и копятся именно на этом объекте, не куда-то там больше не будут потрачены, должна со временем, наверное, прийти и будет стопроцентная собираемость. Но вот до судов же есть, например, прощенные дни. Ну это отдельная история, да. Хорошо, что вы об этом вспомнили. Есть прощенные дни, мы их в этом году устраиваем уже второй раз. Это делается для того, что бывает, забыли, уехали в отпуск, не оплатили, там, ну, много разных факторов бывает, ну, и бывают те, которые злостные неплательщики, потом приходит осознание, то, что, окей, я готов заплатить, потому что мне нужно там отремонтировать какой-то в доме конструктив, крышу и так далее, в доме не хватает, необходимо увеличивать взносы. Мы делаем прощенные дни. Вот сегодня у нас, точнее, вчера был рекорд, заплатил человек 331 тысячу пришел. Ого. Да. То есть он накопил за весь этот промежуток времени большое количество долгов, поскольку начались прощенные дни, были ему прощены проценты пени неустойки, это было более 50 тысяч, и человек полностью погасил свою задолженность по взносу. Есть такое мнение, и в этом отношении работают законодатели, то, что по взносам не будет срока давности, то есть это будет исключение в законе, который исключит срок давности. То есть у нас есть общее понятие срока давности 3 года, а по взносам это не будет срока давности, потому что 30 лет запланировано капремонт дома, и, соответственно, ну, вот, люди должны копить для того, чтобы провести капремонт. Ну, а какие-то планы на следующий год ваша организация строит уже? Или пока еще рановато? Нет, мы строим, постоянно строим. Нужно улучшаться, нужно во всех направлениях искать новые пути, конечно, не ломая старое, потому что сломать легко, построить сложно. Мы в этом году, я уже сказал, наверное, это первый раз будет за историю всего фонда капремонта, будем проводить уже, разыгрывать, точнее, лоты, конкурсы на следующий год проведения капремонта. Мы внедряем новую систему работы с подрядными организациями, ПСС так называемая, то есть там будет полностью электронный документооборот. Мы работаем по техинвентаризации домов для того, чтобы определить состояние дома и, возможно, ускорить или, может быть, чуть-чуть отодвинуть капитальный ремонт дома, потому что у жильцов некоторых возникает, допустим, один капремонт делаем дома, он условно в таком же состоянии, как и соседний, но соседний стоит там через 20 лет, а этот сегодня делаем. Почему такое происходит? То есть люди начинают задать вопросы. Мы не можем это произвести, потому что, ну, нет технического обследования дома. В общем, рутина огромная, работы много, работаем каждый день, можно работать 24 часа в сутки, но самое главное – это улучшить жилищные условия каждого жителя Республики Саха-Якутия. Я думаю, что наши зрители возьмут это на заметку. Олег Геннадьевич, большое спасибо, что пришли к нам, нашли для нас время. По возможности приходите еще. Спасибо большое, обязательно. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.